уважаемые коллеги, все наши замечательные партнеры, организации, которые существуют уже сейчас 25-й год. В этом году нам будет 25 лет, ну или уже, да, так сказать. Поэтому можно сказать, что это для нашей организации юбилейный год. 25 лет тому назад наш первый президент Михаил Ефимович Николаев создал физико-математический форум «Ленский край». Я в то время был его помощником и, соответственно, знаю, как это все происходило. В то время была очень интересная идея в основных или во всех муниципальных центрах создать интернаты для одаренных детей. Но мне это показалось очень такой идеей не очень хорошей, да, так сказать. И я вот настаивал как раз на том, что если мы соберем всех детей в интернатах, то школы отдаленные, допустим, да, так сказать, потеряют своих лидеров. И такую я концепцию рассказал тогда, да, Михаилу Ефимовичу, ему это очень понравилось. Это то, что в лесу есть светлячки. Если всех светлячков собрать, то лес будет очень темным. Где-то мы собрали, а лес мы сделали очень темным. Не видно никакой структуры, даже надежды нет, да, о том, что будет с этим лесом, да, фактически. И поэтому идея такая, что мы должны сохранить сообщество, потому что любая школа — это сообщество. И в каждом сообществе, если есть ребята одаренные, талантливые, они становятся лидерами определенного, значит, развития. И каждый раз любое маленькое место, да, школа, деревня, она будет вспоминать про этих детей, когда они когда-то учились, потом стали знаменитыми людьми, и будет своя легенда развития, да, это очень важно. Ну и, соответственно, значит, с этой идеей как раз вот связано возникновение форума. Назвали форум, потому что форум — это латинское слово, место, где люди встречаются. И мы хотели сделать так, чтобы дети встречались, общались друг с другом, ну, может быть, в течение короткого времени, вдохновлялись, видели, что много очень одаренных, талантливых детей. И это бы послужило таким моментом для того, чтобы они могли от этого получать вдохновение. Да? То есть миссией изначально форума это было создание вдохновляющей среды для развития наших талантливых детей. И сейчас наши направления расширились. Это наука, спорт, культура. Ну и, соответственно, значит, это она сама идет, да, получается? Да. Культура, спорт и креативная индустрия. Как раз предложение креативной индустрии, она поступила от нас главы нашей республики Александра Сергеевича Николаева. И мы очень рады, что сейчас мы охватываем фактически все направления, где творчество детей проявляется самым таким активным образом. И это все необходимо для того, чтобы мы повысили качество образования для нашего инновационного развития, развития нашей республики и сформировали сообщество будущих лидеров республики, ну и страны в целом. И сегодня я очень рад здесь приветствовать нового руководителя нашего департамента госполитики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования Иванова Семена Викторовича. Спасибо большое. Ну и у нас есть куратор Петрова Дарья Александровна от министерства. Ну и сегодня, значит, мы находимся здесь в замечательном учреждении, которое называется «Точка кипения». Это очень бесплатное и очень, как говорится, просветительское место, которое возникло благодаря очень такой активной правительской и весьма, значит, прогрессивной деятельности, которая всегда связана с ректором нашего замечательного университета Анатолием Николаевичем Николаевым. Значит, еще есть друг наш, который приехал, представляет собой очень интересное такое явление, которое называется Ассоциация школьного кластера. Название очень странное, но оно как раз характеризует замечательное учебное заведение очень высокого уровня. Это Московский физико-технический институт.
в Долгопрудном. Это наш университет, похожий на MIT, да, кстати. Это мы всегда очень восхищены, потому что гений, значит, Кабинцы как раз воплощен в этом замечательном университете. И еще, значит, хочу представить вам нашего замечательного, значит, партнера, друга, который нам всегда помогает, тьютера по всем нашим основным направлениям, Андрея Никитича Матвеева, который является академиком, профессор, значит, главный ученый, секретарь Академии наук нашей республики. Так что спасибо огромное, что вы пришли. Ну и у нас, значит, здесь еще есть Александра Васильевна Яковлева, которая ведет всю научную деятельность. Да, спасибо огромное. Да, кстати, и Галина Александровна, да, у нас Семенова, которая как раз держит наш корабль в плаву, да, кстати, получается. Ну и хотел бы я сказать несколько слов о том, что из себя мы представляем. Да, кстати. С нами работает 78 тысяч детей. Это очень большая цифра, потому что она связана с тем, что огромное количество детей, где-то 64 тысячи детей, да, у нас работает, с нами работает по направлению, значит, олимпиадной деятельности. Остальные, значит, получается, ребята, которые по и спорту, креативным индустриям, и самое интересное, по проектному научно-технологическому, значит, движению. И, соответственно, значит, дальше такой рассказ, да, о том, что у нас вот сейчас проходит самое наше основное мероприятие флагманское, которое называется конференция научно-практическая имени Геохарды, которая в этом году уже 28-й раз мы проводим. Это зрелище всего ярмарка, как говорится, всех достижений по проектной деятельности. И здесь находится, значит, практически основатель, да, кстати, этого движения Михаил Михайлович Чиросов, профессор, да, директор института самого замечательного. То есть по его идеям мы уже работаем давно и, конечно, вспоминаем очень добрым словом Владимира Петровича Ларионова, да, кстати, нашего аксакала, который стоял на основе вот всех этих событий. Но все это, конечно, было по инициативе нашего первого президента. В прошлом году его не стало, но его дело живет, и мы можем это все время вспоминать, потому что Малая академия наук — это вот детище Михаила Ефимовича Николаева. И как раз оно находится, центр его, в деревне, где он родился, Чапаево, да, кстати, Артемцы некоторые говорят. Но, значит, мы там находимся, и это не так далеко, можно туда приехать, посмотреть. Вот наше выступление мое, да, кстати, оно будет опубликовано у нас, да, кстати, можно полностью со всем этим ознакомиться, поэтому я тут очень кратко расскажу, что у нас, значит, самые основные моменты, да, кстати. Мы являемся лидером проектно-исследовательского движения «За Уралом». Как раз у нас самая большая конференция, которая проходит. Ежегодно мы проводим международную олимпиаду Туймада. Это такая комплексная олимпиада, которую многие уже связаны, знают это. Это олимпиада по физике, математике, химии и программированию. Также, значит, она международного уровня, очень престижная. Также благодаря нашей деятельности наших академиков, членов нашей академии, появились даже стартапы, да, чем мы очень гордимся. Например, стартап, который называется «Якутские аэрокосмические системы». Ребята создают полезную нагрузку для маленьких космических аппаратов, которые уже в плане на запуск, да, кстати, в космическое пространство, и которые позволят нам, значит, создавать такую экосистему для обучения, образования, значит, в космических индустриях. Также, значит, благодаря щедрому спонсорству больших экстракционных компаний, особенно Роснефти, мы смогли, значит, сделать очень интересным таким нашим новым достижением. Это учебно-лабораторный корпус большой, да, кстати, свыше там 7 тысяч квадратов, 10 лабораторий, 13, которые находятся у нас в Чапаево. Да, также оснащены очень современным оборудованием. Детям это очень нравится. Там же и интернат, который, значит, активно используется сейчас. Олимпиадная деятельность у нас уже в душе нашей организации, мы уже давно этим занимаемся. И по работе, начиная с дошкольного этапа, да, мы фактически охватываем весь
значит, все группы ребят, включая 11 класс. И в этом году, в прошлом году, извиняюсь, да, самым таким нашим достижением было то, что появился указ главы республики от 13 декабря о единовременной денежной выплате обучающимся нашей республики, завоевавшим в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников звание победителя и призера. Это то, что мы давно ждали, и действительно это получилось. Да? Чем мы очень благодарны нашему правительству, главе нашей республики, что дети-олимпиадники получат такое. Нет, это я сам буду делать, потому что есть, да, олимпиады и прочие образовательные программы. Да. И самое главное, сейчас готовится указ о государственной стипендии первого президента Республики Саха-Якутия «Знанием победишь». Мы ежегодно это проводили, но оно не имело такого финансирования, да, так сказать, постоянного. И поэтому сейчас как раз вот этот указ поможет нам, да, сделать эту, значит, замечательную стипендию первого президента очень большим событием. Он это хотел видеть в качестве такого небольшого Нобелевской премии для наших детей, преподавателей, людей, которые связаны с образованием нашей республики. Как раз она стала в свое время международной по инициативе нашего первого президента, да, и это как раз очень является большой такой популяризаторской темой, да, которая может распространяться. Ну и мы сейчас являемся уже 2017 года региональным центром по выявлению работе с одаренными детьми по модели образовательного центра «Сириус» фонда «Таланты и успех». Мы стали в числе 15 таких региональных центров первых, которые появились, получили, значит, гранты по этому поводу, и у нас такие, значит, большие события произошли, новое здание, оборудование и прочее, да, и у нас появилась система. Мы работаем с очень выдающимися организациями, как Высшая школа музыки, это по музыкальной части, да, Якутская балетная школа, самый удивительный феномен вообще Сибири, да, кстати, и ну, такое самое важное, да, кстати, это республиканский центр подготовки спортивного резерва. Спортсмены у нас, как всегда, впереди, и это такая самая активная деятельность, которую мы всегда показываем, они дают очень хорошие результаты. Ну и я должен сейчас, как говорится, самую важную часть сказать, да, потому что всегда финансовая часть это самая важная, да, средства субсидий на выполнение госзадания, да, это то, что мы здесь буквально видим. Да, в пояснении я хочу вот сказать, что по итогам 2023 года общая сумма субсидий на выполнение государственного задания составила 160 миллионов рублей, что по сравнению с прошлым годом, позапрошлым годом увеличилось на 18%. Из них 66% составил фонд заработной платы, что по сравнению с 2022 годом увеличилось на 18%. То есть выше уровня инфляции, я так надеюсь. Да? Расходы на коммунальные услуги у нас 10 миллионов, и это всего 6% всей вот расходов, да, которые в 2022 году они составляли 8 миллионов. Ну и увеличились соответственно, потому что новое здание там и прочее появилось, да, ну и соответственно расходы на питание, значит, детей, они примерно составили у нас практически 5 миллионов, да, кстати, это небольшая сумма, но цены растут, в этом году будет гораздо больше, наверное, да, кстати, в этом плане. Ну и относительно важной части, то, что называется приносящая доход деятельность, да, кстати. Общая сумма средств, приносящих доход деятельности, составила 49 миллионов. Фактически, значит, из них наши собственные средства на оказание платных услуг это было 26 миллионов. Сумма пожертвований в данном мероприятии это 22 миллиона. Значит, по сравнению с 2022 годом сумма увеличилась на 3,5 раза. Значит, это очень для нас важно, потому что 2022 год действительно был таким сложным годом, да, ну и ковид и прочие разные темы. Да, в 2023 году мы израсходовали на оплату работников из бюджета 12 миллионов, на прочие услуги и прочие ушли все остальные суммы, а на транспортные расходы, значит, всего 5 миллионов, 6 миллионов ушло. Значит,
следующее – это выполнение нашего госзадания, государственного задания учреждения. Оно состоит из услуг, в первую очередь. Наши услуги, значит, 6 услуг. Это очень важная такая тема. И я вам, значит, сообщу, что называется первая услуга организации отдыха детей и молодежи. В человека-днях пребывания у нас оно составляет утвержденное задание, мы выполнили на 106%. Значит, услуга на содержание детей, число обучающихся, значит, тоже утверждено государственным, да, так сказать, это мы смогли перевысить при исполнении, значит, 108%. Услуга на содержание, число обучающихся, значит, мы смогли сделать, это третья услуга, 109%. Опять же, услуга четвертая, значит, мы еще не достигли, да, кстати, у нас получилось примерно, значит, 93%. Услуга реализации дополнительных, вообще развивающих, значит, программ очно-заочных у нас, значит, превышение 109%. Услуга шестая по реализации общеразвивающих программ 108%. Далее идут работы, их 5. Работа по созданию экспозиции выставок музея. Значит, услуга экспозиционная, это первая работа, 100% мы ее исполнили. Работа вторая, это методическое, научно-методическое обеспечение, тоже 100% исполнено. Работа третья, это организация проведения олимпиад, конкурсов, разных мероприятий, которые выявляют одаренных детей, тоже исполнено 100%. Работа четвертая, количество мероприятий, которые имеют общественно значимые мероприятия, тоже 100%, их должно было быть 9. Работа по 5-й, это предоставление программного обеспечения инженерно-вычислительной телекоммуникационной инфраструктуры, тоже исполнено 100%. Значит, далее. Образовательные у нас программы идут, значит, 6 основных, да, это интенсивы, УТСки, школы юных, значит, по разным направлениям, профильные проектные смены, индивидуальная подготовка к олимпиадам, летние школы, научные школы, семинары идут, дистанционное обучение. По профильным сменам, значит, у нас такой расклад, да, кстати, это по предметные профильные смены. У нас произошло, значит, 19 было, участвовало 594 обучающихся. Ступенька роста – это традиционная у нас, значит, смена, которая включает в себя пятиклассников и 5-6 классы. Значит, 6 раз у нас было, 398 у нас участников. Спортивные 2 смены, но они различные, там и дзюдо было, и стрельба, и различный бокс, там прочее, да, это совместно вместе со всеми группами. 120 у нас спортсменов. И самое интересное, это 23 у нас было, значит, очень маленьких, почти что некоторые были 5 лет, 6 лет, значит, юные балерины, да? И это было очень интересно, потому что там они и играли, и одновременно, значит, танцевали, да, так сказать, что самое замечательное. Дальше, значит, у нас на регулярной смене это кружковая деятельность, естественно, научная, значит, привозим детей, они у нас проходят эти кружки, 10 кружков, 183 ребенка, по искусству тоже идут кружки, также, значит, у нас фаблаб, это ребята работают действительно своими руками, создают вещи, очень интересно. Ну и по хореографии у нас вот 4 кружка, которые идут постоянно, и там не так много, но свыше 103 ребенка участвуют. Значит, использование новых технологий дистанционных, да, так сказать, это очень много. 5000 мы считаем много участников, 72 курса у нас было, принимали участие. Профильные проектные смены участников 1134 было по науке, спорту, искусству, да, и креативной индустрии. И по учебно-тренировочным сборам 436 участников.
образовательные интенсивы, все у нас они проходили, были фестивали, клубная деятельность. Это все внутри программы идет, да, которая у нас в сменах проходит. Лекции, встречи, мастер-классы и клубная деятельность, она повышает и социальную, и так называемые разные софт-скиллы, которые помогают развитию детей разностороннему. Дальше у нас очень интересная тема, называется проектная смена киномании. В свое время, вот несколько лет назад я посетил Калининград, и там есть очень просто продвинутый центр, называется СРОД, Центр развития одаренных детей. И этот СРОД делает свою эту самую фильм, такую смену для юных, значит, кинолюбителей. И вот как раз у нас такое большое достижение, что к нам приехал работать Захлинюк Сергей Владимирович, он там стоит, да, кстати, как раз он создал этот проект, да, и мы надеемся, что с помощью вот этого проекта мы сможем собрать очень аффисионадо, да, любителей киноиндустрии, которые потом станут звездами нашего якутского кино. Да, кстати. Мы очень любим там показываться, да, сниматься и прочее. Наши дети это вообще обожают. И получается, это очень такая активная, интересная тема. И мы думаем, что эту историю мы можем продолжить, да, кстати, чтобы это была история круглогодичная, да, кстати, где наши дети получали бы еще больше. Да, кстати. Ну, это что касается креативных индустрий. И надеюсь, что в этом году уже было уже сказано, да, что заработали свыше 100 миллионов рублей, да, кстати, наши кинодеятели. Да, кстати. Ну, соответственно, мы надеемся, что это тоже один из таких важных моментов для развития нашего общества будет, да, нашей республики. Значит, проектная смена IT-Bootcamp. Мы его проводим очень активно. Это входит в систему, которая называется «Моя профессия IT». В свое время мы стали прародителями благодаря активной, мощной деятельности Михаила Михайловича Чевосова. Да, кстати, он фактически там все это создал, значит, благодаря своей неуемной энергии. И это все проходит, да, кстати, это на самом деле довольно денежная тема. Компании любят вкладываться в это, да, кстати, интересно появилось еще в дальнейшем развитие этой темы, да, кстати, это то, что мы смогли в этом году провести на федеральном уровне, да, кстати. И это было очень интересно, все это произошло у нас федеральное, да, благодаря нашим друзьям из МФТИ. Спасибо огромное, да, что они смогли это все провести в огромном технопарке. Это 34 тысячи квадратных метров, да, и можно там потеряться по многим этажам, да, кстати. Но наши дети там участвовали, стали победителями многих как раз дисциплинах, да, интересующих. Вот проектная смена, да, у нас есть космомания, это очень популярная тема, значит, создание малых космических аппаратов, дистанционное зондирование Земли, космическая робототехника, значит, мы делаем это на нескольких площадках, нейролинки тут включено, да, кстати, еще есть очень интересные проекты, сейчас они идут уже с прошлого года, идет очень интересная такая онлайн работа вместе с нашими детьми, и плюс детьми из Красноярска и детьми из Гонконга. То есть они сейчас проходят такое обучение, и у нас в марте месяце будет продолжение вот этой смены проектной космомании. Приедут дети из Гонконга, дети из Красноярска, и мы вместе с нашими детьми тоже будем отрабатывать эту очень интересную часть. Вот как раз здесь, значит, показаны, например, марсоход, да, дети сделали свой марсоход, также делают полезную нагрузку для новых малых космических аппаратов, которые будет, что замечательно. Сетевые проекты, это такое открытие для нас, да, сетевые проекты оказались невероятно популярными. Огромное спасибо всем нашим, значит, партнерам, которые нам помогают. Научное лето онлайн, это такое якутское явление, да, кстати, лёгкинского происхождения, да, и оно, значит, с каждым годом еще усиливается. Дети выходят и изучают то, что их окружает. Фактически фенологические исследования, различные, там, ботанические, зоологические, и это очень помогает детям как раз получить первые знания, первые шаги делать в области науки. Что можно сделать прямо выйдя с дома, да, кстати.
И дальше Сириус Бета — это вообще огромное мероприятие, которое позволяет использовать все возможности значит, эксперта нашего федерального университета Северо-Восточного. Огромное спасибо. И акселератор школьных проектов Аксельпро IT мы давно проводим, олимпиада регулярная, Орешка идет, да, ну и Сириус курсы, которые мы тоже постоянно проводим. Одаренный ребенок — это проект, связанный с дошколятами. Он тоже очень активно проходит, все время увеличивается количество образовательных учреждений, которые в этом проекте значит, работают вместе с нами. Шахматы детям — это тоже наша основная такая фишка, потому что мы проводим еще и гроссмейстерскую школу, ну и участвуем, значит, проводим, организуем олимпиаду. Значит, мероприятия, конкурсы, олимпиады и турниры, их было много, 88, с охватом 13 тысяч детей, дошкольников тоже много было у нас, да, ну и различные интеллектуальные конкурсы, как видите, очень активно проводились с нами, да, всего было где-то 67, образовательные экспедиции 5, общественно значимые мероприятия, которые мы уже говорили, это 9, да, Великие Гагарты — это наша основная флагманское такое мероприятие, основной такой конкурс, который выявляет одаренных детей и создает традицию, которая позволяет появлению, значит, помогает появлению сообщества юных исследователей. Этапы у нас они на школьном, муниципальное делятся и республиканское. В этом году, значит, естественно, у нас было... Да, в 23 году это все проводилось, да, и как вы видите, среди различных делегаций, да, первое место заняли там Чурапчинский вуз, да, команда, второе Еремлинский, потом, значит, малые команды, это Ленский район. По командному зачету среди школ повышенного уровня, да, это у нас первое место Политехнический лицей Мирнинский занял. Ну и второе место Еремлинское, знаменитый ИТЛ, да, информационно-технологический лицей номер 24 имени Евгения Александровича Варшавского и Хангаласская актерская научность, НОЦ наш, да, в Артемсах, третье место. Значит, Всероссийская олимпиада, да, школьников, видите, как 66 тысяч, да, 66 тысяч участников, очень самое популярное такое мероприятие. На региональном уровне примерно 1000 детей собрали, из них 344 стали победителями-призерами. В заключительном этапе у нас 26 приняло участие детей, 1 победитель и 6 призеров. Но для нас это нормальная цифра. Дело в том, что, значит, олимпиадная деятельность — это невероятно конкурентная деятельность. И Москва, Московская область, например, вкладывает огромные просто средства, это миллионы и миллионы, которые трудно угнаться, это фактически кошельки, да, тут работают. Но на самом-то деле надо сказать, что это олимпиадная, значит, часть, где наша работа, она как раз показывает реальное качество образования. Да? Это единственный параметр, по которому можно оценить качество образования. Для нас это действительно очень важный момент. И, например, появление указа главы, да, будет способствовать его привлекательности, мотивировать наших обучающихся. Школьная олимпиада Республики Саха-Якутия — это наша уже история, да, оно с каждым годом все увеличивается, усиливается и становится очень таким хорошей традицией. Международная олимпиада Туймада, она, как всегда, у нас проводится очень на хорошем уровне. Значит, 5 стран принимало участие, 10 субъектов, членов жюри, как всегда, на очень высоком уровне. Задачи были на английском, на русском языках, как всегда. Ну и, соответственно, значит, уровень олимпиады очень высокий. Государственная стипендия первого президента, да, кстати, мы «Знанием победишь». Это такое, значит, мероприятие, которое признает самых лучших из лучших детей, да, кстати, и также преподавателей, людей, которые сделали много для того, чтобы наша образовательная система стала одной из лучших в нашей стране. Значит, в прошлом году у нас появилось очень замечательное такое мероприятие «Умники и умницы». Это произошло, когда, значит, опять же, да, во время командировки в Калининграде я
встретился с людьми, которые, оказывается, очень активно участвуют в этой телевизионной олимпиаде. Да, и благодаря вот их помощи, да, так сказать, познакомился с Вяземским, таким бессменным и основателем этой программы, да, так сказать. Ему это очень понравилась идея, да, что в Якутии мы должны проводить. Ну и благодаря вот нашим как раз всему штату нашему мы смогли это поднять, да, так сказать. Дети активно участвовали, и вот самое замечательное, девочка стоит в середине, Рената Хабибуллина, она просто потрясла всех, стала сейчас как раз и прошла финал, да, полуфинал прошла, она стала агонисткой. Слово агония, да, есть такое слово греческое, когда все вот там соревнуются, да, и испытывают агонию. Да. На самом деле это очень сложный конкурс, зданий очень много нужно, да, и хорошо, что вот мы телевизионно это сделали. И, наверное, в этом году у нас вот как раз приедет Вяземский, да, кстати, будет тоже интересно, да, среди наших участников. Но большие вызовы — это федеральная тема, да, кстати, очень усиленно и активно участвуют в этом замечательном конкурсе научно-технологических проектов. Как раз вот из Неринги у нас были самые активные участники. И благодаря вот этому конкурсу, да, у нас появляется возможность для того, чтобы дети из совершенно, значит, с интересными проектами могут поступить в лучший университет. Вот как раз Сергей Иванович Деминов, да, находится, это один из таких выдающихся у нас, приветствую вас, из Неринги, да, преподавателей, который очень много подготовил детей для проектами замечательными. Например, можно и Юмина, да, вспомнить, это мальчик, который все время на тройке учился, да, писать, но благодаря вот большим вызовам он показал себя, стал победителем, да, кстати, и финала, и поступил в ИТМО. Это вообще потрясающе. И когда в ИТМО он поступил, он сейчас там герой. Там все смотрят на него, и он там всем показывает, учит, как надо проекты делать, да, кстати, это такой вот феномен, да, кстати. И когда я был в ИТМО, встречался с ректором, он как раз это сказал, да, у вас такие замечательные дети, да, вы воспитываете. Вот и Рюмин говорит, ну, как раз он там везде, его фотографии висят, да, кстати, вот там замечательные проекты со своими. Значит, конкурсы, да, это самая основная такая деятельность, которую мы очень любим, это конкурс 200 человек, да, каждый год открытым конкурс проходит, становится член-корреспондентами 100 человек и 100 человек олимпиадниками. Все это, значит, у нас конкурсная комиссия работает очень активно, да, кстати, они все буквально идут по, значит, определенным рейтингам, и выявляется это компьютерным образом, да, кстати, все это видно, четко, ясно, открытый такой замечательный конкурс. Значит, мы начали проводить научную конференцию Science Fair, это благодаря нашему замечательному Солнцу, да, кстати, Милана Егоровна Федорова, вот как раз она помогла нам это поднять, да, кстати, участвовало много разных стран в этом конкурсе. В этом году, я думаю, что мы сможем привлечь много детей из БРИКСа, да, кстати, и из Африки. У нас уже ведется сейчас работа для того, чтобы увеличить число участников. Да, кстати, очень благодарна Солнцу, что вот оно помогает организовать замечательный конкурс международный Science Fair. Да. Образовательные экспедиции – это то, что наша является такая, самая такая как фишка, да, кстати, это образовательные экспедиции. Реально дети занимаются экспедиционным делом, да, кстати, участвуют в них, потому что Якутия – это страна, где без полевых работ невозможно ее изучить. Это нельзя сидеть где-то в кабинетах, что-то думать, да, надо реально работать, ходить там, что-то руками ощущать, да, кстати, и самим это испытать. Да, только этого можно науку сделать и уйти. Это очень важно. Да, кстати, и надо сказать, что ну, это присуще нашему народу, да, мы не можем ничего понять, если мы это не потрогали, не использовали сами. Да, кстати. Поэтому вот все образовательные экспедиции, которые мы проводим, много детей, много участников, и мы очень рады, что эта традиция продолжается. Основные достижения, значит, и олимпиадного, да, и различных конкурсов. Я хотел сказать, что мы вошли в перечень Министерства просвещения Российской Федерации по шагу будущее. Да, это уже 3-й раз
проводятся, да, так сказать, и ребята-победители, призеры и лауреаты, они входят в так называемый ГИР. Это государственный информационный ресурс. Фактически это такой список одаренных детей, они становятся сразу на поле зрения значит, на поле зрения государства, да, так сказать, и оно потом будет с этими ребятами очень активно работать. Действительно это происходит, потому что у нас в стране возникла целая система, да, работы с одаренными детьми, потом они получают и гранты, хорошие повышенные стипендии и прочее. Это для нас очень важно, и как раз по числу детей, которые поступили, стали включены в список ГИР, значит, определяется коэффициент эффективности деятельности, значит, нашего основного, как ВДЛ называется, да, так сказать, то есть лидера нашей республики. Вот это очень важный такой момент. Заключительный этап Всероссийской Олимпиады, тут показана какая динамика по годам, да, кстати, это очень такая супер важная тема, потому что она касательно, значит, похожа на спорт высших достижений. Там надо очень много работать с тренерами и прочим индивидуально, очень сложная тема. В короткометражном фестивале наши 3 команды детей, которые у нас прошли, значит, киноманию, были включены. То есть они как раз попали в финал, что замечательно. Среди них там ребенок, который вот сын Сахапанды, да, кстати, тоже вот есть очень замечательный такой монтажер. Моя профессия IT, тоже наши ребята приняли участие, даже какие-то денежные призы взяли, да, что тоже нас очень радует, потому что, значит, это такое мероприятие, которое как раз мы активно вовлечены и участвуем. Гранты и стипендии – это первое, значит, премия главы ежегодная, да, так сказать, стипендии главы, получается, стипендия «Знанием победишь», стипендиаты МАНы – это 200, которых академики и член Боры МАНы Академии наук, и гранты Целевого фонда будущих поколений, чему мы очень рады, это, значит, по направлению и спорт, и наука, да, и искусство. Значит, наверное, все на этом, да, огромное спасибо, что послушали, и готов ответить на вопросы, и мне, если что, помогут Александр Васильевна и Инесса. Спасибо.